эл классико рақобати бузургтарин дастаҳои олами футболи муосир ва маҳбубтарин бозӣ барои миллионҳо дӯстдорони футбол аст ки замони бозӣ ҷаҳонро ба ду қисмат тақсим мекунад. Замоне ки як қисмати сайёра рангҳои рамзии нилунуриҳоро ба бар менамоянд, нисфи дигаре аз пайравии бузурги шоҳонаи Мадрид буданаш садо баланд мекунад. 90 дақиқаи бозие ки моликони 10 тӯпи тиллоӣ бо ҳам бархурд мекунанду аз маҳорати олии хеш барои дилбохтагони футбол шигифтиҳои ногуфтанӣ мебахшанд. аммо бо вуҷуди кулли шӯҳратмандиву манзилати волои ин рақобати футболии оламшумул дар мавсими ҷорӣ рақобати эл классико чун пештара ҷолибу ҷозиб ҷараён нахоҳад гирифт, зеро дар сабқатҳои дохилӣ аллакай ҳама чиз муайян шудаасту мақомҳои ифтихорӣ бо ҳам тақсим гардидаанд. пас чаро барселона дар сабқатҳои чемпионат ба осонӣ мақоми қаҳрамониро ба худ ихтисос доду мадридиҳо ҳатто аз мавқеи дуюм ҳам дар канор мондаанд? Я считаю, что Реал подустал. Реал устал. Он выиграл 2 раза Лигу чемпионов. Все игроки устали. У Зидана уже нету тактики, которую он может использовать. Из-за этого он решил из 3 кубок, которые они могли получить в этом году, взять именно 1. И они все силы направили на Лигу чемпионов. Из этого в Ла Лиге Реал играл не так, как он может играть. Ни в Кубке Короля он вылетел очень рано. Почему? Потому что все силы Зидан направил на Лигу чемпионов. Это и так ясно. Они хотят выиграть этот кубок 3-й раз. Вы знаете, в нынешнем сезоне у Барселоны поменялся тренер, и тактика Барселоны кардинально тоже поменялась. Если вы обратите внимание, годом ранее, то у Барселоны была схема 4-3-3, которую они вечно в любых играх они наставляли игрой 4-3-3. Они сейчас поменяли схему, и думаю, что более игроков они больше концентрируют в центре поля, и за счет этого, может быть, за счет новой схемы и нового тренера, может быть, из-за этого они обыграли, то есть выиграли Ла Лигу. Рақибмони Реал аз Барселона дар он аст ки на танҳо Реал бад боз мекунад дар ин мавсим дар чемпионати Испания, балки Барселона хуб боз мекунад. дар он вақте ки як рақиби шумо бой наметиҳад, ягон холро аз даст наметиҳад ва шумо кам бойтед ҳам, ҳатман бояд шумо аз ин даста рақиб монед. Я так думаю, это была проблема с начала чемпионата, потому что 5 мячей отстранили самого Роналду. Эти 5 матчей мы 3 из них выиграли, 1 ничья, 1 проиграли. То же самое можно сказать, потому что там мы теряли очки. В основном командам, которые, можно сказать, не так уж сильные. Была проблема в основном вот в этом, я так думаю. Потом они перешли, думали то, что много очков теряют, и поэтому они боролись за лигу. Но в основном акцент был на Лигу чемпионов, потому что сам комментарий Зидана, когда он выиграл Лига чемпионов, он сразу же себе поставил планку выиграть 3-й раз и быть легендой. Что они выиграют это 3-й раз подряд Лигу чемпионов, и у них основная цель была в Лиге чемпионов. Я думаю, поэтому. Они могут конкурировать сейчас в нынешнем сезоне, у них отличная форма, отличная команда, даже вторым составом они вот недавно выиграли, можно сказать. Я думаю, что единственная причина, по которой они нестабильно играют в этом сезоне Ла Лиги, это их желание и стремление выиграть 3-й подряд финал Лиги чемпионов. И это войдет в историю. Я думаю, это их большая, огромная цель, которую они хотят достигнуть. Это, я думаю, скорее всего из-за того, что в прошлом году, в прошлом сезоне Реал выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании. Единственное, что они не взяли Кубок Испании. Вот. Может, из-за этого чуть усталость, и потом еще после этого они выиграли суперкубок Испании. Вот. То есть это уже клубный чемпионат мира, почти 4 трофея они взяли в прошлом году. Ну, может, это усталость психологическая, все это сказывается на игроках и на всей команде. Поэтому они первую часть сезона чуть провалили. Вторая часть сезона они как бы пришли в себя, наверное, собрались и
во главе с тренером Зиданом уже добились своего, почти вот уже вышли в финал третий раз, ну, третий год подряд. Барселона после вылета из Лиги Чемпионов, после проигрыша Роме, они стали все свои силы вкладывать именно в Ла Лигу и сейчас играют хорошо после именно того проигрыша Роме. И в этом матче в Эл Классико тоже у них есть хорошие шансы, но мадридский Реал, опять же, это та команда, которая не сдается и идет до конца. И как говорил Дэвид Бекхэм, он сказал, что для мадридского Реала надежда умирает последней всегда. То есть они борются до самого конца, и опять же надо учесть то, что у них все еще есть шанс на борьбу за вторую позицию в Ла Лиге. Между мадридским Атлетико у них не такой уж большой отрыв, и мадридский Реал все еще может себе завоевать вторую позицию. дар мавриди пешсафаи Барселона ва 15 имтиёз пеш будан аз рақиби оштинопазири худ Реал, чунин гуфтан мумкин аст ки Барселона вақте ки Валверде ба дастаи Барселона омад ва корро шурӯъ кард ва ҳар як мураббӣ ба худ мақсад мегузорад ва тактикаву усули кории худро дорад. Фикр мекунам ки нақши Валверде дар ин қаҳрамонии Барселона ниҳоят бузург аст. дастпарварони Эрнесто Валверде ки 3 давр пеш аз анҷомёбии чемпионат ба унвони қаҳрамонӣ шарафёб гардида буданд, дар сабқатҳои ҷоми Испания низ нишонҳои тиллоро ба гардан овехтанд. маҳз ба хотири арҷгузорӣ ба соҳиби ҷоми Испания гардиданашон бозингарони бошгоҳи Депортиво аз Ла Коруня барои миллионериҳо долони чемпиониро худ ба истилоҳи русӣ чемпионский коридор ташкил намуданд. аммо дар мавриди аз баргузор намудани долони чемпионӣ барои миллионериҳо даст кашидани мадридиҳо дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу то ҳол дар миёни мухлисони ин дастаҳо алангаи оташи баҳс хомӯш нагардидааст. ҳимоятгари маъруфи миллионериҳо Жерар Пике дар мавриди долони чемпионӣ чунин гуфтааст: ба хотири пирӯзии Реал Мадрид дар чемпионати бошгоҳии ҷаҳон мо барояшон долони чемпионӣ насохтем, зеро мо дар ин мусобиқот иштирок накардем. Реал Мадрид ҳам ҳақ аст ки аз ташкили долони чемпионӣ барои мо даст кашидааст, чаро ки мадридиҳо ҳам ин мавсим дар чемпионат барои қаҳрамонӣ бо мо мубориза набурданд. Я думаю, это неправильно. Депортиво, когда Барса играл с Депортиво, чемпионский коридор был. Зидан должен уважать игроков, понимаете? И чемпионский коридор нужно было посвятить не всей Барсе, да, хотя бы Иньесте. Почему? Когда Иньеста уходит с замены с Сантьяго Бернабеу, весь Сантьяго Бернабеу аплодирует стоя, потому что это легенда, это игрок, который любит весь мир. И Зидан должен был к уважению к этому игроку сделать именно для него, попросить для него или поднять баннер, что-нибудь. Это было бы уважительно. А то, что он отказал, это, скорее всего, подколоть Барселону. Вот не хочу и все, показать свой характер. Но это неправильно. Традиция Ла Лиги. Во-первых, почему? Мы, когда выиграли клубный чемпионат мира, нам не сделали коридор вот, в Эль Классико. Я думаю, что это справедливо. Они сказали, объяснили это тем, что мы не будем устраивать коридор для тех команд, для победителей того турнира, в котором не участвовала Барселона. Но в то же время мы видим двойные стандарты, которые они сделали для Депортивы, для Севильи, когда Севилья выиграла, по-моему, Кубок УЕФА. Кубок УЕФА они сделали чемпионский коридор. А почему бы и Реалу не сделать? Они не сделали. Я думаю, что справедливо. Рамос в последнем своем интервью сказал, что мы не будем делать чемпионский коридор, и на этом точка. Насчет чемпионского коридора сейчас очень много идет речи, и как сказал Пике, то, что в прошлом сезоне они не сделали это для мадридского Реала, и если в этом сезоне Мадрид этого не сделает, то это будет справедливо. Но это уже понятно, что они не будут этого делать. Зинедин Зидан на пресс-конференции сказал, что они этого не будут делать.
так как Барселона в прошлом сезоне, опять же, неуважительно отнеслась к этому чемпионству мадридского Реала и не сделали это. Если мадридский Реал в этом сезоне не сделает, это, я думаю, не будет таким уж катастрофическим происшествием для Барселоны. فکر میکنم که تا اندازه نادرست هم هست آماده نکردن دالان قهرمانی تا اندازه نادرست هم هست و به نظر من اگر مادریدی ها دالان قهرمانی بکنند این یکم نفوذ و مرتبه خود را در نزد مخلصان هم بارسلونا و هم ریال یکم بهتر میکنند. در مسیر 90 سال عرض هستی داشتن عالی‌ترین سبقت فوتبالی کشور اسپانیا، محض بارسلونا و ریال مادرید از همه بیشتر به عنوان قهرمانی مشرف گردیدند. باشگاه شاهانه ریال مادرید اگر در تاریخ سبقت‌های داخلی اسپانیا دارای 33 عنوان قهرمانی باشد، مالکان ورزشگاه با حشمت کامپ نو 25 مرتبه جام قهرمانی را وارد کوچه و خیابان‌های کاتالونیا نمودند. 25 و 33 محض همین رقم‌های تاریخی به مانند یک سوال رمزی بود برای مخلصان ریال مادرید و بارسلونا. متاسفانه بیشتر از آنها این رقم‌ها را درست شرح دادن نتوانستند. 25-33. 25 у меня ассоциируется с голами Месси на Эль Классико, а 33 это возраст Роналду, может быть. 25-33. Не знаю. 25 раз подряд, ну не подряд, а 25 раз выигрывал Кубок Испании Барселона, то есть Реал Мадрид, и 33 раза выигрывали Кубок Испании Барселона. Агар 25 си гӯед, имсол мо 25-умин чемпионати Испанияро ба даст овардем ва си бошад ин ҷоми Испания. 25-33 это то, что Барселона за последние, сколько там, 8-9 лет забрала уже 4 Ла Лиги, а мадридский Реал в это время завоевал за последние 5 лет 3 Лиги чемпионов. شماره 25-33 این قهرمانی ها در لالیگا اسپانیا است که ریال مادرید 33 مرتبه قهرمان لالیگا شده است و بارسلونا باشد 25مین قهرمانی خود را جشن گرفت. дар давоми 35 даври чемпионати Испания дар мавсими имсола Реал Мадрид 5 маротиба ба бохт дучор гардиду 8 маротибаи дигар бо натиҷаҳои мусовӣ қаноат ихтиёр кардааст, дар ҳоле ки нилунориҳо бо 8 мусовӣ бо рақибони сарсахт боре ҳам ба шикаст рӯбарӯ нагардиданд, ки ин нишондод албатта дар сабқатҳои дохилии Испания ҳамчун як нишондоди нави рекордӣ ба қайд гирифта шуд. эл классикои нахуст дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу бо шикасти шармандавори мадридиҳои 33 карата қаҳрамон ва голи хашмовари Мессии дастон анҷом ёфта буд. нилонориҳо баъд аз он бозӣ ҳарифони дигарашонро ба осонӣ шикаст медоданд. барселона дар сабқатҳои ла лига то ҳол талхии бохтро начашидаасту нишондоди нави рекордиеро ба худ ихтисос дод. оё реал мадрид метавонад ки аз худ ҷасорати бемислу корномаи бенадид нишон диҳаду бо пирӯзии худ дар варзишгоҳи камп ноу порчаҳо аз бохти нахусти нилонориҳоро дар дафтарчаи хотироташ сабт намояд. Барселона чемпион, Реал уже как бы смирился с тем, что этот сезон в Ла Лиге у него неудачный, у него все внимание сейчас на Лиге чемпионов. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить от души всех болельщиков Реала. Когда первый раз Зидан стал тренером, когда он стал тренером мадридского Реала, он сказал, тогда мы тоже отставали на 11 очков, если кто знает. Тогда он сказал, что не имеет значения турнирное место, так как Эль Классико это совсем другая игра. Неважно, какое ты место занимаешь, ты должен выходить на поле и побеждать. И после этого Реал выиграл 2-1 на Камп Ноу.
Почему бы и нет? Но по статистике, если заметить, у нас Барселона играет лучше на Сантьяго Бернабеу, а на Кэмп Ноу они постоянно проигрывают. Хотя Реал сейчас, я еще раз говорю, ему невыгодно эту игру выигрывать. Почему? Потому что кубок мы уже взяли, игроки устали, и у них... Они играют в финале Лиги Чемпионов, они должны накопить себе силы. Из этого игра пройдет в таком, скорее всего, знаете, формате, типа, чтобы не опустить свое. Это где-то на 1-1 будет рассчитывать Реал. Это мое личное мнение. А если Барса поднатужится, тем более это последняя игра Иньесты, точнее, Эль Классико Иньесты, но ради него они должны выиграть. дурахшонтарин ситорагони олами футболи муосир ва беҳтарин футболбозони қарни 21 чеҳраҳои саршиноси варзиши рақами 1 ки дар умум 10 тӯпи тиллоиро ба даст овардаанд дар рақобати Эл Классико аз қаҳрамонони асосӣ ба ҳисоб рафта ҳар як амалу ҳаракаташон дар алоҳидагӣ мавриди сабту инъикос қарор мегирад. Месси дар Мадрид аз худ қаҳрамонии бемисл нишон дода буд, дар ҳоле ки садҳо мухлисон аз Роналдо ҳам амалҳои ҷавобиро интизоранд. Это футбол. В футболе может произойти что угодно. Реал невероятно сильная команда, в составе которой есть, наверное, один из величайших футболистов за всю историю футбола. Наверное, лучший бомбардир Криштиану Роналду. Он сможет доказать свое величие в этом противостоянии, но я надеюсь, этого не будет, так как я являюсь болельщиком Барселоны. Вы знаете, Рональдо – это машина. Рональдо выходит, когда Рональдо злишь, он забивает шикарные голы. Вот. От него можно ожидать все. Это великий игрок. Может и забьет. Но он точно не забьет, как Месси на Сантьяго Бернабеу на 93-й минуте, когда мы выиграли 3-2. Я думаю, что Роналду не будет рваться, потому что ему важнее Лига Чемпионов. Он сейчас последние 2 игры играл именно командную игру, а не рвался забивать голы и себе делать там новые рекорды. И это тому доказательство того, что вот 2 игры с Баварией. Хотя он единственный игрок, который много забивал именно в Баварии. Ну, последние вот эти 2 матча Роналду как бы не очень с хорошей стороны себя показал. Но надеемся, что он реабилитируется и в этой игре в Эль Классико он покажет себя по полной программе. Потому что, мне кажется, если они возьмут Лигу Чемпионов в этом году, то опять же Криштиану Роналду получит золотой мяч. Ну, я думаю, что здесь можно просто ответить на этот вопрос, потому что если вспомнить, опять же, прошлое, Криштиану Роналду не присоединился к мадридскому Реалу, как Лионель Месси в 2006 году, он пришел только в 2009. И за 3 года Лионель Месси сделал себе запас в этих рекордах. Но все равно Криштиану Роналду пришел в мадридский Реал, и за вот эти 9 лет, которые он играет в мадридском Реале, он побил и рекорд Рауля Гонзалеса, побил рекорд Рональдиньо и Альфредо Ди Стефано. И я думаю, что то, что он пройдет Месси, это тоже возможное дело. ششم مای سال 2018 ساعت 23:45 به وقت دوشنبه رقابت مرکزی دور 36 لالیگای سانتاندر، رقابت مهمترین برای کل مخلصان رئال مادرید و بارسلونا و بهترین رویداد ورزشی در رسانه‌های خبری آغاز می‌گردد. در درامای بزرگ فوتبالی یا خود 90 دقیقه نبرد شدید در میدان‌های سبز نوکامپ 99000 نفره بازی با کدام حساب به انجام می‌رسد. برخی از مخلصان بارسا و ریال در کشور ما چنین پیشگویی‌ها نموده‌اند. Так как матч будет проходить в Барселоне, в матче будет доминировать хозяева поля. И я думаю, что они перед своими болельщиками не дадут возможность Реалу их обыграть. И тем более это будет прощальный матч великого Иньесты. Я думаю, что это будет зрелище, которое запомнится нам на всю нашу оставшуюся жизнь. Скорее всего, я думаю, что Реал рассчитывает на ничью, потому что они будут готовиться к Лиге Чемпионов. А Барселона, я думаю, сделает все, чтобы выиграть ради Иньесты,
чтобы красивая классика закончить в последний раз. Очень красиво для нашего гения. Я думаю, будет 3-1. Будет 3-1. Почему 3-1? Потому что Реал умеет играть против больших команд, во-первых. Во-вторых, она сейчас в таком уровне, в такой физической форме, что Барселона, они уже как бы чемпионы. Они уже выиграли Ла Лигу, и думаю, что они не будут так активно играть. Но это Эль Классико, всякое возможно, но я все равно верю в свою команду, и мы им дадим бой. Если кто-то сомневается, пусть посмотрит все матчи, которые руководил Зидан, при котором Реал играл на Камп Ноу. Я же сказал уже, Реал сейчас акцент делает на Лигу Чемпионов. Хотя это принципиальная игра, но они делают акцент на Лигу Чемпионов. Поэтому они будут держать планку и будет ничья. Я так думаю, будет либо 1-1, либо 2-2. Мне кажется, Реал победит с минимальным счетом или 2-1, или 1-0. Мой прогноз на победу ничья мадридского Реала. пешгӯи ман чунин аст ки Барселона бо ҳисоби 2-0 ғалаба мекунад. дар давоми 239 рақобати Эл Классико сар аз соли 1926 96 бо Реал Мадрид шаҳди пирӯзӣ чашиду 94 маротибаи дигар Барселона бо пирӯзӣ аз майдон берун шудааст, дар ҳоле ки дастаҳо 49 маротибаи дигар бозии мавсимро бо ҳисобҳои мусовӣ хотима доданд. Реал Мадрид имкони хубе дорад ки шумораи пирӯзиҳояшро дар Эл Классико ба 97 расонаду асосгузори аввалин бохти нилунориҳо дар Ла Лига шавад. нилунориҳо ҳам бо нияти гусели идонаи Иньеста ба Чин баҳри пирӯзӣ камари ҳиммат бастанд.